И я вчера весь день в перелетах, и вот сейчас вот разбираюсь с маразмами украинских СМИ. Думаю, через часик порадую вас этим потоком сознания. Ну а пока что продолжаем наш цикл интегрировавшийся. Я не так давно заявлял о том, что вот начинаю новый цикл о наших гражданах, которые интегрировались в Европу. И в прошлый раз мне сказали, что ты показал вот людей, которые играют в метро. Ну, во-первых, в метро играть ничего такого плохого в этом не вижу. Во-вторых, ну, разные бывают люди, а вы думали, что все стали топ-менеджерами? Далеко не все стали топ-менеджерами. Но, побывав в Риме, я не мог не заснять мнение своего товарища Вадима. Он как раз таки в метро, ну, на скрипке не играет, слава богу, и на трубе тоже. И вот не так давно в соцсетях я прочел его мнение по поводу недовольства поведением украинцев в Европе. И решил у него спросить, вот слушайте мнение интегрировавшегося. Всем привет, меня зовут Вадим Литвин, я бывший сосудистый хирург из города Ивано-Франковск, Западная Украина. Сейчас я уже 5 лет нахожусь в Риме, в Италии, в эмиграции. Какое право я имею судить украинцев? Я вам отвечу, я сам украинец, потомок запорожских казаков с родословной. И 29 лет своей жизни я прожил в Западной Украине, город Ивано-Франковск, Хмельницкий. То есть знаю об этой территории, об этом народе, не понаслышке, не из средств массовой информации. И во-вторых, я работаю здесь промоутером ночных клубов, ресторанов. Мимо меня проносятся толпы туристов со всего мира. Тысячи, сотнями из которых я общаюсь ежедневно на разные темы. Но такого количества негативно настроенных людей, как из Украины, я не видел ниоткуда. Вот типичный случай, произошедший буквально на днях. Стою я у одного ресторана, в котором работаю. Ну и проходит пара лет 40 славянской внешности. Я им, как обычно, добрый вечер. Они мне добрий вечір. Я: о, слава Україні, ви звідки? Мужчина відповідає: з Києва. А ти? Героям слава. Я кажу: я с Франківська. Ну и он мне: о, братан, та что ты? Руку пожимает так, кланяется, как будто Ивано-Франковск стал центр Украины, а не Киев. Ну что, москалів тут багато? Я в недоумении: та хватає, як усюди. Ну и он спрашивает свою пассию: що, йдемо до нього в бар пити, чи москалів бити? Она, долго не думая, на чисто русском языке ему отвечает: второе. Берет его под ручку, и они уходят. И я вот так провожаю их взглядом и думаю, вот реально, вот что у людей в голове? Неужели национальная идея стала ненависть к русским? Смыслом всей их жизни. Европа за такие вещи не прощает. Вот они ломятся в Европу, хотят быть европейцами. А Европа за такие вещи, она раскусит, перекусит пополам и выплюнет на обочину жизни, если вы не готовы быть нормальным человеком, уважающим других людей. Чао.